По результатам работы за первое полугодие общий объем налоговых платежей, администрируемых МНС, поступивших в госбюджет, составил 1 миллиард 893 миллиона рублей. При плане 1 миллиард 463 миллиона. Выполнение 129%. В суммарном выражении перевыполнение составило 430 миллионов рублей. Плановые показатели выполнены по следующим налогам. Налог на прибыль составил 126%, подоходный налог 135%. НДС 124%, земельный налог 136%, налог на имущество 140%, спецналог выполнен на 117%, патент на 120%, госпошлина на выдачу свидетельства о присвоении ИНН выполнена на 140%. Показатель как акциз 96%. При плане 29 миллионов 541,1 тысяча рублей факт составил 28 миллионов 284,1 тысяча рублей. Динамика 146%. Такой показатель, как плата за выдачу акцизных марок, выполнен на 84%. При плане 1 миллион 750 факт составил 1 миллион 468,3. Динамика 84%. Сумма задолженности по налоговым платежам на 1 июля 2023 года по республике составила 1 миллиард 48 миллионов 89,1 тысяча рублей. Далее о проделанной работе отчитался начальник управления налогообложения юридических лиц Артур Саманба. Он рассказал, что за отчетный период проведено 314 документальных проверок, по результатам которых до начисления за нарушение налогового законодательства составило 98 миллионов 810,5 тысяч рублей. В том числе налогов 58 миллионов 346 тысяч рублей, штрафных санкций 40 миллионов 464,5 тысяч рублей. Средняя сумма доначисленных за одну проверку 314,7 тысяч рублей. Всего на текущий момент на налоговом учете состоит 14 859 индивидуальных предпринимателей. За аналогичный период прошлого года на учете состояло 13 479 человек. Количество объектов налогообложения – 20 753. В сравнении с прошлым годом на 2768 объектов больше. Общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет от деятельности индивидуальных предпринимателей и физических лиц, составил 319 миллионов. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 120%. Было проведено 29 документальных проверок. По результатам проверок выявлены нарушения налогового законодательства на сумму 38 миллионов 196,9 тысяч рублей. Было проведено 15 комплексных налоговых проверок. Доначислено налоговых платежей на общую сумму 21 миллион 185,7 тысяч рублей. Правовым управлением ведомства разработан проект закона об упрощенной системе налогообложения. Кроме этого проекта были разработаны следующие проекты нормативно-правовых актов. Это проект постановления Кабинета министров, предусматривающий вопросы возмещения налога на добавленную стоимость дипломатическим представительствам. Проект постановления Кабинета министров о создании подведомственного учреждения службы технической поддержки Министерства по налогам и сборам. И положение по Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия, которое на настоящий момент уже было принято. В начале 2023 года в целях упорядочения работы министерством был разработан и внедрен проект программного обеспечения налоговой декларации по НДС. Внедрение декларации НДС дает возможность значительно сократить трудозатраты на обработку информации, которая ранее осуществлялась вручную. Также учет декларации в программном обеспечении МНСРА дает возможность ускоренного автоматизированного получения информации по нарушителям, не сдавшим налоговую декларацию в установленные сроки. Далее, в целях совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиком, был разработан новый личный кабинет налогоплательщика. Управлением по работе с задолженностью были проверены и перенаправлены в систему судебных исполнителей 62 материала на общую сумму 249 миллионов 765 тысяч рублей. Из них 15 материалов по юридическим лицам и 47 материалов по индивидуальным предпринимателям. Налоговых платежей службой судебных исполнителей взыскано на сумму 43,5 миллиона рублей. Всего за все время было направлено в правоохранительные органы 37 материалов. Из них 6 материалов в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия, а также 31 материал в Министерство внутренних дел
Республики Абхазия. О специфике работы управления камеральных проверок рассказала начальник управления Эсма Барциц. Ежеквартально проводится анализ отчетов о детализации сумм НДС, принятых к вычету организациями и индивидуальными предпринимателями. В рамках данной работы выявляются налоговые разрывы и неправомерно принятые суммы НДС к вычету. По результатам камерального анализа формируется также список налогоплательщиков, которые необходимо отнести к категории недобросовестных. За первое полугодие в МНС поступило 3800 деклараций от госслужащих. Внесены в электронную базу данных с последующей публикацией декларации 1144 должностных лиц, и сотрудниками Управления антикоррупционного декларирования проводится соответствующая работа по уведомлениям соответствующих организаций. Этап заполнения декларации завершается 1 августа. Все данные будут известны к сентябрю. Губуца Вардания, Раму Камки, Абхазское телевидение.